Как изменится система наставничества в сфере госуправления и почему возрождаются хорошо забытые советские методы? Как сделать чиновника ближе к народу? Поговорим об этом с руководителем управления государственной гражданской службы Ольгой Осиповой. Здравствуйте, Ольга Фаритовна. Система наставничества, которая сейчас активно продвигается на всех уровнях и государственной власти, и, наверное, на производстве. Почему такое повышенное внимание? Это, вернее, не отбрасывает ли это нас советское прошлое, или же это тот самый случай, когда новое – это хорошо забытое старое? Безусловно, система наставничества – это одно из важных направлений в сегодняшней кадровой политике. И действительно, вы правильно сказали, что это то направление, которое развивается и в бизнесе, и на государственной и муниципальной службе. Если вспоминать прошлые годы, годы советских времен, то наставничество это было, скорее всего, одно из самых значимых и важных направлений, которое позволило новичкам влиться безболезненно в систему, в любую систему производства, управления, бизнеса, познать новое, влиться в коллектив, узнать традиции коллектива, вписаться в него, изучить опыт, изучить те новеллы, которые происходят в данном случае в органе госвласти. Поэтому наставничество и внедряется активно в государственном муниципальном управлении. Если оно уже существовало, то есть ли смысл проводить какие-то тренинги, обучения? Ну, просто, может быть, на каком-то интуитивно понятном уровне это можно сделать? Или же нужно систематизировать это все? Можно, конечно, развиваться на основе интуиции, но это не очень эффективно. Правильно заметили, что это давно забытое старое, а если оно забыто, то, в общем-то, наставничеством давно никто не занимался. И очень много утеряно. Если утеряно, то, соответственно, надо восстанавливать. И наставничеству, конечно, надо учить. В 17 органах госвласти уже внедрена система наставничества, и сегодня 75 наставников занимается со своими подопечными. Если система наставничества востребована в органах власти, соответственно, мы и учим. Мы учим сегодня на курсах повышения квалификации для того, чтобы и наставники понимали, как обучать своих подопечных, и какие методики, методологии могут быть использованы при этом. С точки зрения коэффициента полезного действия, вот насколько вот он полезен, продуктивен, результативен в своих действиях, и стоит ли ожидать, что вот его подопечный обязательно займет свое место там в системе управления? Во-первых, стопроцентной эффективности еще никто в этой жизни не добился, поэтому говорить о стопроцентной эффективности не приходится. Ну, представим себе ситуацию. Вот пришел молодой человек после вуза в орган власти. Орган власти – это достаточно сложный организм и со своими традициями, и со своими принципами работы, и со своей структурой достаточно сложно, с очень большой порой подведомственную сетью. Если взять, допустим, Министерство образования Республики Коми, то это огромная сеть учреждений. Соответственно, управлять таким количеством учреждений достаточно сложно. И наставник должен рассказать технологию, должен подсказать, какие нормативные документы вообще надо изучить, на что надо обратить внимание, как работать с подведомственной сетью, как работать с коллегами просто по отделу. Для вчерашнего студента это сложная задача. Стоит ли ожидать такой молодежной ротации в ближайшее время в системе управления? Очень много усилий управления направлено как раз на то, чтобы приходила молодежь в органы власти. И такое обновление, оно всегда полезно. Единственное, что с моей точки зрения, глубокое убеждение мое, что всегда должен быть баланс. Баланс людей, которые имеют огромный опыт управления и работы в органах власти, которые знают предысторию развития той или иной отрасли, которые знают учреждения, которые знают подведомственную сеть и как это все развивалось. Это очень важно. Они могут быть наставники. Хорошо, когда есть люди среднего возраста, и хорошо, когда приходит молодежь. Если придет одна молодежь и не будет людей, которым есть что передать, свой опыт молодежи,
то это тоже дисбаланс. Это тоже не всегда хорошо. Мы внедряем очень много проектов, направленных на привлечение молодежи. В этом году мы запустили проект «Стажер», когда приходят молодые ребята после окончания вузов, и, безусловно, им нужны как раз наставники. В этом году мы начинаем и открытые уроки для студентов, для того, чтобы они знали, что органы власти – это потенциальные работодатели для студента, и понимали, как можно прийти на государственную или муниципальную службу, какие возможности есть, какие есть ограничения, связанные с государственной и муниципальной службой, и разные другие проекты.